Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья. Некоторые азербайджанцы задают вопрос нам, вот в России мечеть, сапогами ходили туда-сюда, задели всех мусульман России. И поднимает такой же вопрос азербайджанские некоторые люди, которые служат спецслужбам. Но они хотят создать конфликтную ситуацию. Откуда мы знаем, что они это специально провоцируют? Может, это они сами послали их туда мечеть. Поэтому Азербайджан еще хуже поступили с лезгинским народом, чем вот это то, что они мечеть зашли. А в Азербайджане лезгин мечеть забрали полностью лезгин и именовали Ашура мечеть. Понимаешь, это еще хуже. Они ценность, которую строили один лезгин, они его убрали, потому что в будущем, чтобы лезгины не говорили, что Азербайджан это лезгинские земли. Вот поэтому они все, что касается к лезгинам, они все это убирают. Они так любят это разукрасить, потому что за это мечеть лезгины обязаны по шариату объявить войну против Азербайджана, потому что они топтали честь, совесть того человека, который именовал этот мечеть в XI веке. Поэтому все лезгины, у кого намус есть, честь, совесть, они обязаны за это мечеть уничтожить даже весь азербайджанский тагутские законы и восстановить на этой земле справедливость. Поэтому Аллах великий. Мы знаем, какой грех вы совершили ваш тагутский закон, тагутская республика, дьявольская республика. Поэтому, если кто следует за Азербайджаном, даже хоть он говорит, мы мусульмане, они никогда не могут быть мусульманами, потому что они обязаны служить Аллаху и подчиняться Корану. А в Коране говорится, все законы, где нету там тагутские, бисмиллях нету, там все тагутские законы. Поэтому много азербайджанцев поднимают вопрос России. Вот Россия, российские законы. Российские законы, они настолько не грешат, чем вы, азербайджанцы, которые называют себя мусульманами и подчиняются законам Тагута. У вас должен был конституция исламский, но нету, потому что правительство все черти, дьявольские микробы, которые следуют за дьявольскими стопами. Поэтому евреи им никогда не даст, чтобы Азербайджан был исламской республикой. Поэтому евреи никогда не даст, чтобы Турция был исламской республикой. Поэтому Эрдоган себе показывал свою маску, как он в сторону Европы тянет, как он поддерживает те страны, которые сжигают Кораны. Поэтому это лицемерный образ жизни они показали всем кавказским народам. Но, иншаллах, время придет, Аллах обрушит на голову этих стран гнев свой. И мы будем, этот час во имя Аллаха в этом участвовать ради нашего Аллаха, чтобы был мир до иранской границы. Поэтому то, что сегодня Азербайджан двигает на территории нашего Дагестана, это все мерзкий образ жизни. Многие азербайджанцы пришли там на Дершахом. Сегодня они говорят, это Дербент наши, это безземье, то безземье, Вот этот дурацкий образ жизни у них впитались за 100 лет, за 200 лет. Поэтому многие забыли, что во время Надир-Шаха, как его уничтожили, и сколько у нас пленных оставалось от Надир-Шаха, от Каджар-Шаха,
от Шахабаса. Вот эти пленные все были у нас, они работали у нас рабами в сараях, везде. Ну, во время революции они, убив своих хозяева, украли имущество, и после того они начали революционерами, бакинскими комиссарами, всякими чертями, короче, и оккупировал наши земли с помощью Ататурка и Советского Союза и Израиль. Вот все страны помог им, создали вот это заразная республика Азербайджан. Но сегодняшний день многие азербайджанцы, которые себя считают мусульмане, они не обязаны поддерживать таутский закон Азербайджана. Многие поднимают ислам. Мне говорят, мы же мусульмане. Какие мусульмане? Если докажи это Аллаху, не мне. Если мусульмане, следуйте по Корану, по Сунну, а не по азербайджанским законам, тагутским законам. Вы хоть различаете, что такое родственные связи. Вы сегодня вам переименовали, сделал азербайджанцы, но вы не азербайджанцы. Вы или турки, или персы, или каджари, или там таты, талыши, курды, лезгины, каких только там наций нет. Хотя бы уважай свои родственные связи, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал многим мусульманам: родственные связи укрепляйте. Есть там среди вас верующие, нет там среди вас верующие. Это испытание Аллаха. Долго отдайте Аллаху. В этом проповедях вы служите Аллаху, призывая ваших родных, близких к Аллаху, а не к Азербайджанскую республику надо вам призывать. Многие черти поддерживают это таутские законы, а потом говорят, мы мусульмане. Лезгини хочет у нас земли забрать. Хоть Лезгини заберет эти земли, там для вас будет намаз, служение Аллаха, ибадат, поклонение. Понимаешь, 5 столпов ислама вы будете хотя бы свободно почувствовать. В Азербайджане сколько там? 9 миллионов. Из них почти больше половины все эти заразные, там геи, всякие эти правительственные черти, дьяволы. А половина, некоторые люди, которые не знающие истинное слово Аллаха, а мало мусульмане. И то они часто поддерживают свой тагутский закон правительства. За них выступают против меня и оскорбляют меня, своего брата мусульманина. Бойся Аллаха. Бойся немножко хотя бы весом пылинки. Ваши каждое слово сказанное вы в судный день ответите. Я называю по именам, я называю шейтанской республикой. Дьяволов, черти, потому что я вижу в ваших деяниях, в ваших разговорах, вы сами поддерживаете дьявол проклятый. Некоторые мусульмане говорят, почему ты проклинаешь? А если Аллах вас проклинал, почему я не имею права проклинать вас? Если Аллах проклинал вашу конституцию, и там нету бисмиллахи рахмани рахим, а почему я не должен проклинать вас? Потому что у вас проклятый закон дьявола, тагута. Поэтому тагут до судного дня все должны плюнуть в лицо этих ваших президентов, ваших всех министеров, потому что их должности находятся под шейтанской копытой, короче. А шейтан – это наш враг. Мы должны харкать эти лица. Тьфу, шейтан, говорит всем этим дьяволам, которые нет знания, толкает свой дурацкий закон, европейские законы, натовские законы. Всякие геи приходят, короче, к власти, там танцуют. Не знаю, что только они там не делают. Однополые браки собирают. Все это мерзость показывает по всему Кавказу, по всему миру. Вот к чему призывает призыв таутского закона. Вот Азербайджан призывает, чтобы в Кавказе все народы
однополым браком, чтобы занимались. Мужики мужикам, женщины женщины. Вот дурацкие законы. А как? Я не должен проклинать это чертовские законы, которые Азербайджан принял от Совета Европы. Вы неужели не догоняете, эй, мусульмане? Вы же меня ругаете, мусульман настоящего, который вам показывает говно ваше, что творится у вас, в вашем республике. Вы, блин, разбежались все по всей России, ведете смуту, короче, а сделай там лучше ислам. Сделай, выкинь этого Ильхам Алиева. Кому он нужен, подлец, бессмысленный человек, короче. Кому он нужен такого дурака, дебилия, который головой не дружит, короче. Война, война, война кому нужен? На Эрдогана больше верить, что ли? Знаешь, что пророк сказал, и Турция скоро получит свое, и распадутся это все. Неужели вы не понимаете слово Аллаха, слово пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это истина. Вот что заслуживает перед судный день Турция, Азербайджан. Вас больше не будет существовать скоро. Вы настолько погрешили, и НАТО не поможет вам, и Америка не поможет вам. Никто не поможет, потому что над вами проклятие Аллаха стоит. А вы говорите, я проклинаю. Конечно, я должен проклинать. Что и Святая Республика, что ли, Азербайджан. Он заслуживает проклятия Аллаха, потому что Аллах сам проклинал, всемогущий. Сказал в этом Конституции, асул нету, бисмиллахи рахмани рахим. Почему нету? Потому что они свою Конституцию тагутский выше Аллаха закона считают, выше Корана считают, выше пророка Мухаммада считает. Столько сподвижники умерли за идею Аллаха, которые стали шахидами, мучениками. А сегодня Ильхам Алиев говорит, нет, они никто, эти шахиды, мученики. Какой пророк я, он мне не интересно говорит. Есть Азербайджан, Ларин, закон. Что, это выше пророка закон, что ли? Дурацкие. Хоть у нас обычай осталось, традиция осталась. Мы как-то живем, держимся за это обычай, традиции. А у вас даже этого нет, у этих Азербайджане. Это все поголовно, все у вас дурацкие, шейтанские законы. И вы еще меня ругаете, еще называете себя мусульманами. Бойся хотя бы Аллаха. Что я вам плохое сделал, чтобы вы меня ругали? Один там матерью мою ругает. Покойный мать давно в могиле лежит. Аллах забрал его. И еще ругает моим родителям. Бессовестные, потому что у вас совесть нету. Просто у вас вот это безим в тумане вы остались, увидев земли Лезгистана. Все безим. Неситный образ жизни вашей, короче, впереди у каждого лезгина сегодня стоит. Поэтому вы свое скоро получите, потому что вы навязали сами навязали эту войну против лезгин. Вы объявили, вы уже сколько лет ведете свою тайную войну, уничтожая наш молодежь, наш народ, ассимилируя наш народ, в тюрьмах убивая наш народ. Я все это видел, потому что я сам в этих тюрьмах на себя испытывал все издевательство ваше. Сколько раз меня войска избивал, заходил в тюрьмы. Сколько раз меня мою труп выбрасывал в прогулку, избивал меня. Даже прокурор приходил, над головой стоял. Вур, бей его. Как только вы не издевались, твари поганые. А теперь сегодня, когда я говорю против вас, у меня головой не дружит. У меня головой дружит, не дружит, только мой Аллах знает. Но я истинно должен донести до всех мусульман. Вы над всеми мусульманами даже в тюрьмах издеваетесь. Кораны топтает ногами, сапогами. Вы говорите, мечеть в России, мечеть ходит, мечеть топтаете, там грязи ногами. Я это все видел, как вы Коране, как брошюры выбрасывали, как попали, топтали там везде, короче. Забирали книг, даже коврики забирали, намаз не давали делать. Поэтому у меня есть люди, которые свидетельство будет судный день, как вы поступали над верующими, сколько вы у меня забирали, намаз, Коран, все, короче.
Вы, блин, такой дурацкий вопрос упускает. Армяне не имеют права ислам принимать. Кто, где написан такой? Есть такой? Почему не имеют права? Они говорят кафири. Сами вы кафири. Все имеют. Все дети до 12 лет, все мусульмане на земле. Даже вы объявляете войну против армян, мы обязаны этих детей защищать. Понимаешь? Мы обязаны всех женщин, стариков защищать, не имеет значения, какой они вере находятся. Для нас народ безоружный, это вы угнетаете народ. Мы обязаны защищать, потому что ислам так приказывает нам защищать права народа. Не имеет значения. Пример всегда должен быть мусульманин на земле. Поэтому, кто берет пример от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он так не поступал, как сегодня азербайджанские власти, государство поступает, в военное положение даже. Поэтому у вас нет знаний ни с какой стороны. Вы ведете такую политику, которая задевает честь, совесть всех народов. Хотя бы эти тела, которые вы убиваете, размышляя, кто их создал? Аллах. А кто дал вам право над ним издеваться? Каждое тело принадлежит человеку, как аманат. Но это и не его, это принадлежит Аллаху, аманат. На время он живет. Понимаешь, ислам никогда никого не нападал, ислам всегда защищает себя. А вы сегодня везде нападаете, это мое, это мое, это мое, поднимая национальные интересы Азербайджана, Карабах наши, Дербент наши, везде наши, Дагестан наши, Кавказ наши. Это есть нападение. Вы именно поднимаете национальные интересы, чтобы уничтожать мирное население. Это подлый образ жизни вашей. А в исламе такого нету. В исламе есть только защищать земли. Понимаешь? Тогда вы, когда революцию сделали, убивая наших народ, женщин, старики, старухи, всех подряд, короче, уничтожали вы. Тогда вы напали на настоящий мусульманский. Ататурк, Ленин и евреи. 3 государства напали на нас, короче. И что вы добились? Уничтожили наш народ, создали эту дурацкий шейтанский республика Азербайджан, сделал из многих народов одну нацию Азербайджан, который нигде не клеится. Блин. Талыш могут быть азербайджанцем быть. Или тат могут быть азербайджанцем быть. Или лезгин там, или турк там. Поэтому ваше государство это огненное государство. Это должен вернуться в огонь. Уничтожено должен с лица земли Закавказья. Там должен истинное государство плоды давать Лезгистан. Потому что это и есть коренные народы, за кем числятся эти земли веками. Вот тогда, вот как Арабистан, и как у каждого народа свое жилище есть, а у вас жилища нету. Вы из Монголии пришли, монголы, оттуда собрались, создали на нашей земле вот этот всякий сброд, короче. Поэтому вам нельзя быть сбродом, вам надо поддерживать свои родственные связи до 7 отцов своих, назвать себя достойными мусульманами. Поэтому, дорогие мои братья мусульмане, прежде чем против меня идти, размышляйте о законе Аллаха. Есть 2 закона на земле. Один закон, который Аллаху принадлежит, а второй закон Аллах отдал проклятому шейтану. Вот ваша республика азербайджанский, это есть шейтанский закон. Там духовного ничего нету. Поэтому вы любите в России там чуть чего мутит, короче. В России ход вера, 5 столпов ислама есть, вероисповедание, свобода вероисповедания есть, 5 столпов ислама. Но в России нам бороться пока не надо. Почему? Потому что Россия нам, когда запретит молиться в мечетях, запретится там поклоняться Аллаху, это другое дело. Тогда можно
бороться. Но Россия нам не запрещает. А Азербайджане, себя называя мусульманами, они нарушают уже закон Аллаха, потому что если мусульманин, должен мусульманский закон быть там. Но нету этого. Поэтому они ложь, за то, что ложь говорит эта республика, они должны наказаны быть. Аллах давать всем, начиная от президента, кончая до последнего надзора, должен все заслуживать 100 ударов. Шаллах, весь правительство. Потому что они лжецы. Понимаешь, лжецам надо или язык резать, или должен и наказано быть первый раз, второй раз, третий раз их вообще должен поощрять, ликвидировать. Потому что они не против людей идут, а против Аллаха идет. Бессовестные. Хватит ругаться хоть мне, короче. Я что вам плохое делал? Я вам различаю, что такое фуркан, добро и зло, и показываю истинный путь Аллаха, чтобы спасали ваши души. Скоро судный день для вас. Скоро вы будете стоять перед Аллахом, отчет давать за все сказанное, за все сделанное. С вашей стороны я вижу одни грязь, короче, грязный образ жизни, который обливает. Как только меня не называете вы еще. Хараджите, там эти. Сами вы хараджите, сами вы секторы разные приняли, там бессовестные. У нас один ислам, религия Аллаха. Это Аллах в Коране говорится. Моя религия ислам. Больше, кто мимо ислама себя считает кем-то, они все выходят из религии. Ваши агиды неинтересны. Мне интересен ислам, религия Аллаха. Агида моя и твоя агида 10, 20 тысяч агиды появились, у каждого своя. Твоя агида это, третьего агида это, короче, начинает сеять там разногласия в религии Аллаха. И все обязаны говорить ла иляха илляллах Мухаммадан Расулуллах. Все, точка. Что вы там дальше спорите? И 5 столпов ислам придерживайте. Делайте, что вам сказано, Аллах в Коране. Дорогие мои братья и сестры, пусть Аллах поможет вам всем. Желаю вам всего наилучшего. Знайте, в Азербайджане 9 миллионов мусульман, в России почти 30 миллионов мусульман. Мы все должны объединиться. 9 миллионов мусульман, это должен присоединиться к России. И у нас будет уже 40 миллионов мусульман, понимаешь? Мусульманский мир должен объединиться. Если в странах СНГ они живут, они все должны объединиться. Поэтому к большинству надо, обязан вам объединиться. А тагутский закон Азербайджана, его надо подметать с лица земли Лезгистана. Его надо закопать глубоко, чтобы он больше не существовал. Поэтому этот дурацкий закон мне не нравится. Она пачкает всех народов, всех племена, всех родов Кавказа. Некоторые братья задают вопрос, мусульмане не должен национальный вопрос поднимать. А почему? Я национальный вопрос, во-первых, не поднимаю. Я поднимаю свою родственную связь Лезгистана. Лезгистан – это государство, которое вековые 13 лет, даже после исламом управлял по всему Кавказу. Поэтому Лезгистан – это гнездо, где ислам прочно держался, откуда шариатские законы, каноны выходили 13 веков, обычаи, традиции. Поэтому все народы Дагестана, Кавказа знают, что лезгины начала 7 веке уже ислам приняли. Потому что в Дербенте есть подвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, их могилы. Понимаешь, с того времени, 13 веков, лезгины вели непрерывную борьбу против невежества. А в 20 веке пришли, создали для этого, чтобы разрушить наши лезгинские истории, чтобы они там уничтожить ислам, создали этот дурацкий азербайджанский заразный государство, республика. Вот эти заразные микробы мешают объединить кавказские народы. Понимаешь, кавказские народы.
Поэтому Лезгин в первую очередь должен поднять свой народ, свой гнездо. И Лезгин обязан свою семью начать. Все лезгины, все семьи обязан перед Аллахом поклоняться, служить и укрепить свою веру к Аллаху. И отдать братский долг друг другу. После того, когда у лезгина объединится, обязан лезгины призывать всех соседских братских народов объединить. Если мы в своем доме не начнем, зачем, как мы можем в другом семье в религии делать? А у нас когда бардак в нашем семье. Поэтому Альхам Алиев, там НМНБ Азербайджанская республика, там Государственная служба безопасности Азербайджана, они охотятся надо мной, короче, чтобы как-то меня уничтожить, чтобы я не поднимал эти вопросы. Они меня объявили в федеральный розыск, чтобы меня арестовали, посадили. Дураки, да, они, короче. Я российский гражданин, что вы хотя бы закон изучаете, какой имеет право. Вы объявите меня шпионаже, там, экстремизме. Вы сами же столько лет убиваете лезгин в тюрьмах. Блин, скольких ребят вы расстреляли наших лезгин. При мне скольких ребят наших убили, там, Гайдар Алиев. И сейчас вы воруете, ловите наших людей, сажаете в тюрьмы. Хотя бы у вас капелька совести есть хоть, бессовестная. Пусть Аллах даст вам разум, хотя бы, чтобы поумнели. Великая хвала только принадлежит Аллаху. Клянусь Аллаху, только мы Ему поклоняемся и у Него просим помощь. Воистину Аллах всемогущий, все знающий. В руках Аллаха власть в небесах, на земле, везде. Поэтому выше этого власти нет власти на земле нигде. А власть Аллаха – это везде. Но Азербайджан – это проклятие республики дьявола. Потому что Азербайджан идет с Израилем против нас, против лезгинского народа, против российского народа, против славянского народа. Поэтому мы должны спасти, мы должны сегодняшний день объединиться, все народы. Все народы Кавказа обязаны спасти свою душу от мерзости, которая исходит от Азербайджанской республики. Эта мерзость, я хочу, чтобы вы знали, мерзость, которая идет, Ильхам Алиев по кабинетам бегает в Англии, Германии, там, европейских странах, Америке, везде просит деньги, дай, помоги, помоги, Азербайджан, надо, это Кавказ надо, мы Кавказ заберем, объединим, создам Азербайджанскую республику, столицу сделаем. Вот это все есть мерзость. Они хотят войну против наших народов. Они хотят, чтобы погибли наших старики, убили стариков, старух, всех женщин, детей. Они сеют смуту во всем Кавказе. Поэтому они пригласили турецкие войска внутри Азербайджанской республики, чтобы турецкие войска за собой тянул весь НАТО. Но ЦРУ, агенты НАТО, все они работают в Азербайджанском республике против России, чтобы сделать распад Кавказ, Россию. Но мы должны спасти наш мир. Мы не хотим, откуда исходят дьявольские законы, гейские парады, вот эти законы. Вот это мы не хотим, чтобы Кавказ попали. Дорогие мои братья и сестры, я говорю во имя Аллаха, милость милосердного. Клянусь весом пудинку, у Ильхама Алиева в сердце нет ни милости, ни милосердия. Этот человек обманывает весь азербайджанский народ. Он как клоп сидит на шкуре народа и всасывает весь кровь. Этот народ не должен отдать свою честь, совесть этому человеку, потому что за ним, кто встанет в судный день, все будут находиться в аду. Аллах этого человеку сердцу напечатал. Дьявол там находится, высокомерие находится, гордость находится. Нацист, он сам ход курд, нацистский
у него и интересы к республике, все нацистские движения. Поэтому турки тоже ведут свою национальную политику. Но если они себя считают мусульман, они обязаны были мусульманский мир объединить, помогать, показать себя. Но у них внутренний джихад нету. Турки, Эрдоган обязан делать внутренний джихад в своем государстве. Ильхам Алиев обязан делать внутренний джихад в своем республике. Но они не делают, потому что у них внутри каких только масс нету там. В тюрьме там целые бараки, у них там несколько бараки, там одни петухи там, геи. Там из 3000 человек, почти 1000 человек, одни геи там в тюрьмах, короче. В 18 тюрьм, это 18 тысяч у них геев только в тюрьмах находится. Поэтому эта республика обязана наводить порядок в своем внутри конституции. После того против нас что-то они имеют говорить. Бессовестная республика, пусть Аллах уничтожит с лица земли. Нам не нужен рядом, чтобы на земле Лезгистана, чтобы Содом Гоморра был. Но они это создали. Да поможет нам Аллах, все знающий, все могущий. Будем уповаться на Аллаха и бороться против наших врагов. Великая хвала только принадлежит Аллаху. Сара Лезгияр, Лезгистхаяр, Дин Далластхаяр, Вери Кюхазанар. Пусть Аллах укрепит сердца ваши. Дай Аллах, чтобы в ваших семьях были постоянные молитвы к Аллаху. Очистили ваши сердца, дали вам милость и милосердие побольше. Аллахумма амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры.